также на укрепление семейных связей. А проведем конкурс «Две звезды» мы, Ионина Светлана Витальевна, педагог школы номер 31. И я, Ионина Алиса, ученица 9-го физико-математического класса от 9 до Алла и Паруса, вожатая педагогического отряда «Штурмовое детство». Сегодня в конкурсе участвуют дети и их родители, что создает уникальную атмосферу сотрудничества и взаимопонимания. Каждый человек хоть бы раз в жизни любовался звездным небом. Рождение звезды – это совершенно необычное явление, которое на протяжении многих веков всегда интересовало человечество. И мы уверены, что сегодня на этой сцене зажжется не одна звезда, а целое созвездие. Предстоит решить нашему компетентному жюри. Итак, наше жюри. Таманырова Евгения Анатольевна, советник директора по воспитанию. Макарова Жулиана Семеновна, руководитель внеурочной деятельности и дополнительного образования. Протоколов Сергей Васильевич, педагог дополнительного образования, руководитель школьной вокальной студии. Пащенко Татьяна Захаровна, педагог дополнительного образования. Балышева Раиса Дмитриевна, учитель музыки. Творческие номера будут оцениваться по следующим критериям: сценическая культура, внешний вид, культура поведения, уровень исполнительного мастерства, умение раскрыть художественный образ, артистизм, творческий подход, оригинальность, использование средств художественной выразительности, сценические костюмы и звуковое оформление. И, конечно же, мы ждем поддержки от наших зрителей. Ведь участники очень волнуются и ждут вашей поддержки и аплодисментов. Приглашаем на эту сцену дуэт Глушковой Варвары, ученицы 6 класса, ее мамы Гушенниковой Виктории Валерьевны. Аплодисменты.
Благодарим 7 класс за такое прекрасное выступление. Пора объявить следующий замечательный дуэт. Это Гончарова Вера, ученица 8 же класса, и ее мама Гончарова Олеся Александровна. Аплодисменты.
я смотрю, вы немножко заскучали, поэтому предлагаю с вами немножко поиграть. Жду на сцене 5 человек, самых смелых, самых активных. Давайте, 5 человек. Ну давайте, кто еще хочет, может подняться? Давайте, не стесняемся. Давайте, нет, еще один человек, можно? Давайте, Андрей, вас очень сильно ждут. Поднимайтесь на сцену под бурные аплодисменты, давайте ему похлопаем. Сейчас мы поиграем в мою самую-самую любимую игру. Давайте сделаем шаг вперед, чтобы вас было лучше видно. Отлично. Будем играть в игру «Рыба, птица, звери». Правила этой игры очень сильно простые. Я хожу, вы на меня не должны оборачиваться, смотрите только в зал. Я говорю: рыба, птица, звери, 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 звери. И вы за 3 секунды должны назвать зверя, рыбу или птицу. Договорились? Тот, кто не назовет, к сожалению, выбывает. Давайте попробуем. Рыба, птица, звери, 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 звери. Раз. Олень. Поаплодируем. В целом суть игры понятна. Давайте попробуем. Рыба, птица, звери, 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 звери. Лев. Зверь. Поаплодируем. Рыба, птица, звери, 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 рыба. Огонь. Очень быстрый ответ. Что-то вы слишком быстро справляетесь, я немножко усложню. Правильно? Продолжим. Рыба, птица, звери, рыба, птица, звери, рыба, птица, звери, рыба, птица, звери, рыба, птица, звери. Марка машины. Ламборджини. Аплодируем. Рыба, птица, звери, 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 рыба, птица, звери. Как меня зовут? К сожалению, поаплодируем. Меня зовут Алиса. Приятно познакомиться. Давайте продолжим. Рыба, птица, звери, рыба, птица, звери, рыба, птица, звери, рыба, птица, звери, рыба, птица, звери. Как зовут директора нашей школы? Давайте поаплодируем, присаживаемся и учим имя нашего директора. Бубякина Алина Егоровна. Давайте продолжим. Рыба, птица, звери, рыба, птица, звери, рыба, птица, звери, рыба, птица, звери. Назови одного члена жюри. Раиса Федотовна. Поаплодируем. Ну, просим девушку в прекрасном топике присесть. Вот у нас уже осталось 3 человека. А кто говорил, что будет просто? Давайте продолжим. Рыба, птица, звери, рыба, птица, звери, рыба, птица, звери, рыба, птица, звери, звери. Тигр. Тоже зверь. Поаплодируем. Рыба, птица, звери, 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 рыба, птица, звери. Акула какая есть? Тигровая. Тигровая акула тоже есть. Поаплодируем. Что вы, правда, очень легко справляетесь. Сейчас подумаем, как можно усложнить. Рыба, птица, звери, 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 любой бренд. Гуччи. Подсказки из зала не засчитываются, поэтому мы приглашаем вас в зал. Поаплодируем. Давайте последний раз. Рыба, птица, звери, 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 рыба, птица, звери. На каком мероприятии? 2 звезды. Ну, по-моему, он немножко затормозил с ответом, но пока засчитаем. Рыба, птица, звери, 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 рыба, птица, звери. Акула какая есть? Мегалодон. Мегалодон. Хорошо, засчитаем. Рыба, птица, звери, рыба, птица, звери, рыба, птица, звери. Какой бы сложный вопрос придумать? Рыба, птица, звери, рыба, птица, звери. Рыба, птица, звери, рыба, птица,
С языка сейчас сразу вылетишь, сколько мне лет. Мало. Ну, я так не считаю, поаплодируем, и у нас выявился победитель. Поаплодируем. Можете присаживаться, получать свои сладкие призы. Спасибо за игру. Сейчас на сцену приглашается с игрой Соня. Встречаем аплодисментами. Всем привет! Давайте поиграем с вами в игру на внимательность. Для этого давайте все встаем. Все и родители тоже. Для этого давайте вытянем руки вперед. Когда буду говорить предмет, который летает, вы поднимаете руки вверх. Когда я говорю предмет, который не летает, вы опускаете руки вниз. Только будьте внимательны, я могу говорить одно, а делать другое. Давайте начнем. Самолет. Хорошо, молодцы. Кто опустил руки, те проиграли. Так, давайте дальше. Диван. Хорошо. Если предмет летающий, тогда поднимайте руки. Если не летающий, то опускайте. Давайте дальше. Комар. Хорошо, молодцы. Давайте дальше. Осьминог. Хорошо. Присаживайтесь, кто пойдет. Давайте дальше. Давайте что-то посложнее. Черепаха. Кто поднял руку, присаживайтесь. Так, и давайте дальше. Вертолет. Хорошо. Кто опустил руки, присаживайтесь. И давайте последнее. Камень. Хорошо, вы все большие молодцы. Давайте поаплодируем. Ну что ж, вам понравилась игра? Да! Вам понравилась игра? Да! Вам понравилась игра? Отлично! А мы продолжаем наш конкурс. И сейчас на эту сцену мы приглашаем дуэт
зажигательный номер. И завершает наш конкурс талантов «Две звезды» дуэт Шумиловой Эвелины, ученицы 8 Б-класса и ее папы Шумилова Максима Игоревича. Встречаем на этой сцене. Но пока мы опускаем наших членов жюри на принятие очень сложного решения, тоже у нас победит. И пока жду на сцене еще 5 человек. Кто еще хочет поиграть? Игра будет совершенно другая. Можно те же самые люди, мы вас с радостью ждем. Проходим, если хотите играть. Проходим. Вот еще 2 человека к нам бежит, как здорово. Так, давайте чуть с вами подвинемся туда, чтобы в центре стоять. Все, отлично. Что ж, поиграем в мою во вторую любимую игру «Принеси мне». Правила этой игры очень и очень простые. Я называю одну вещь, и вы должны мне принести ее из зала. Но у нас есть несколько правил, которые вы обязаны соблюдать. Никто не прыгает со сцены, никто не толкается, все спокойно спускаются исключительно по лестнице. Также вещи с себя мы не снимаем и не срываем с незнакомого человека. Берем их только если вам дали добровольно. Договорились? Что ж, давайте попробуем. Принесите мне очки. Себя нельзя снимать. Ну что-то вы совсем не быстрые, давайте побыстрее. Так, вот очки, раз, два, три. Еще ищем очки. К сожалению, нам придется попрощаться с девочкой в фиолетовой кофте. Возвращаем очки владельцам и поаплодируем. Возвращаемся на сцену. Продолжим. Сейчас будет более сложный раунд. Сразу половину у нас, думаю, отсеется. Принесите мне часы. К сожалению, нам стоит поаплодировать девочке в серой кофте. Часы возвращаем владельцам. Так,
Принесите мне сережку. К сожалению, поаплодируем нашему очаровательному мальчику. Ты был очень старательный. Возвращаем сережки на место. Давайте все станем к центру, чтобы у нас были честные правила. Принесите мне кофту на молнии. Тут у нас явно что-то можно увидеть. Ищем в зале, я уже кофт 4 вижу. Поаплодируем нашей девочке в белой сливе и возвращаем кофту владельцам. Встаем в центр, чтобы все было честно-честно. Сейчас будет наш решающий раунд. Принесите мне активистку Соню в синей футболке. Вы нас явно победите, давайте поаплодируем нашим прекрасным. Благодарю вас за игру. Передаю слово Соне. Еще раз всем привет! Давайте поиграем с вами в игру, для которой сперва нужно всем встать. Все встаем. Игра называется «У тети Моти». Вы должны повторять за мной слова и движения. Давайте начнем. У тети Моти 4 сына, они не ели, они не пили, а просто делали вот так. Правая рука, все поднимаем правую руку и крутим. Повторяю движение. У тети Моти 4 сына, они не ели, они не пили, а просто делали вот так. Правая рука, левая рука, подняли левую руку и теперь крутим ими вместе. У тети Моти 4 сына, они не ели, они не пили, а просто делали вот так. Правая рука, левая рука, правая нога. И теперь у тети Моти 4 сына, они не ели, они не пили, а просто делали вот так. Правая рука, левая рука, правая нога, левая нога. У тети Моти 4 сына, они не ели, они не пили, а просто делали вот так. Правая рука, левая рука, правая нога, левая нога. Таз. У тети Моти 4 сына, они не ели, они не пили, а просто делали вот так. Правая рука, левая рука, правая нога, левая нога. Таз, голова. У тети Моти 4 сына, они не ели, они не пили, а просто делали вот так. Правая рука, левая рука, правая нога, левая нога. Таз, голова, язык. У тети правая рука, левая рука, правая нога, левая рука, таз, голова, язык. Все молодцы. Но еще не время нам присаживаться. Давайте поиграем в еще одну игру. Капитаны. В целом я никого на сцене не жду. Играем прямо из зала. У нас в целом особо немного. Когда я говорю слово капитана, вы выполняете какое-либо действие. Когда слово капитана не говорю, вы это действие выполнять не должны. В целом правила очень простые. Давайте попробуем. Я говорю капитаны, вы делаете. Капитаны встают. Ребятки, слушаем внимательно, пожалуйста. Капитаны встают, капитаны. Капитаны встают, надо было слушать правила. Подняли правую руку. К сожалению, вы присаживаетесь, так как вы проиграли. Правила игры понятны?
Еще раз попробуем. Все сели. Капитаны сели, капитаны сели. Капитаны подняли правую руку. Капитаны подняли левую руку. Опустили руки. Тот, кто опустил руки, проиграл. Капитаны встают. Капитаны опустили правую руку. Капитаны опустили левую руку. Подняли руки. Ничего себе. Капитаны покрутились на месте. Капитаны подняли правую руку. Опустили руку. Кто опустил руки, проиграл. Капитаны подняли правую руку. Подняли. Хорошо. Капитаны подняли левую руку. Капитаны похлопали в ладоши. Перестали хлопать. Кто перестал хлопать, прошу сесть. Продолжаем хлопать. А вот я уже не говорила, капитан. Присаживаются те, кто продолжал хлопать. Капитаны, бурные аплодисменты, потому что у нас результаты, поаплодируем. А теперь пришло время объявить победителей. Но прежде всего, когда мы это сделаем, давайте вспомним, что главное в нашем конкурсе – это не только победа, но и возможность поделиться и показать свой талант своими близкими, своему классу, своим классным руководителям в своей школе, укрепить свои семейные узы и создать незабываемые впечатления об этом удивительном конкурсе. Жюри готово озвучить результаты. И мы с радостью приглашаем на сцену заместителя директора по воспитательной работе Кулагину Людмилу Александровну. Добрый день, дорогие конкурсанты, болельщики. Спасибо вам большое, что вы нашли время, подготовились, приняли сегодня участие в нашем конкурсе. Немножко к нам сегодня подкрался дистант, поэтому нас не так много, потому что сегодня у нас на самом деле в школе тихо, но у нас 500 школьников на Олимпиаде сидят городской по всем кабинетам. Поэтому мы с вами маленькая компания, но какие большие таланты сегодня мы с вами увидели. Теперь мы будем вас приглашать на гастроли по нашим событиям школьным. Вы не будете против? Нет. Замечательно, спасибо. Итак, но жюри делегировало меня подвести итоги и огласить результаты. И мы приглашаем на сцену семью Ивановых Ильхана